сияние, лучи в разные стороны, представляете? Вот так явилась икона. Ну, конечно, молва разнесла, что это явилось, это же вообще чудо, действительно, да? Вот. Ну и в честь этого там поставили храм, вот, и потом была образована Ключевская пустынь, приписанная к нашему монастырю. Значит, эта территория была Алашского уезда. Что же произошло? Почему мы говорим, что вот она чудотворная? В 1848 году такая страшная беда, трагедия случилась. Началась эпидемия холеры. Люди умирали, старый, млад, в страхе жили. Вот действительно драма такая, что же делать? Ничего не помогало. И благословили 9 августа принести эту икону. Ее приносят сюда крестным входом, обносят весь город, совершают молебны. И совершается чудо. Останавливается эпидемия. Перестают люди умирать. Великая радость. Кто болел, все исцелились. Вот такое чудо явилось здесь Богородица. Да, вот говорят, случайностей в жизни не бывает. Вот мы с Ириной Николаевной встретились в церкви, и она мне предложила, говорит: Елена Ивановна, у вас есть кто-нибудь, кто хорошо стихи читает? А я сама вообще в детстве всегда очень любила читать стихи. Была победительницей на всяких конкурсах чтецов, книжки. И я как-то продумала про себя, говорю: есть. Я говорю: я. Она говорит: нет. Это возраст 10-25. Я говорю: есть, у меня дети есть. Я даже не предполагала, во что вот это предложение выльется. Потому что вот я столько для себя, лично для себя узнала нового, это не передать вообще никакими словами. Мало того, я теперь еще от того, что я это знаю, я теперь всем другим еще рассказываю и горжусь этим, что я это знаю. И вот получилось, вы знаете, вот какое-то провидение. Вот дочку мою Лиза зовут. И я вдруг машинально в подборке увидела стихотворение, посвященное Елизавете Федоровне. Я посмотрела текст, потом вдруг Ирина Николаевна говорит: возьмите подборку, посмотрите. Фильм посмотрела, прочитала. Мне стало безумно интересно. А когда мы сидели дома, а я, поскольку она Елизавета, то я ей купила икону в честь святой великомученицы. Я понятия не имела, кто это вообще такая. Видела только Елизавета Федоровна Алапаевская. И вдруг, когда я в фильме увидела, что вот ведущий говорил, что ее убили, в общем-то, вот в этом, вы знаете, у меня прям какой-то холодок. Я вот так переворачиваю икону и вдруг вижу: Елизавета Федоровна Алапаевская. На фотографию смотрю, говорю: Лиза, так это же вот мы про нее с тобой сейчас изучали и читаем ей стихи. И
у меня прям вот такая, знаете, гордость какая-то за те познания. И вообще, вот библиотеки национальные большое благое дело делают вообще. Я Ирине Николаевне еще сказала: Ирина Николаевна, вам надо просвещать не только молодежь, но еще и взрослое население. И было бы очень здорово, если бы вы еще такой конкурс провели 50+. Я тогда точно буду участвовать. Правда. Потому что когда взрослые вот сами ищут и еще детей привлекают, вот эта вот духовная нравственность возрастает в 100 крат. Да, и дети с родителями объединяются. Объединяются. На этой Как почве. она у меня сначала не Взаимопонимание хотела, говорит: ты почему все за меня решаешь? А я думаю, нет, я тихом сапом, как говорится, но буду ее. И я вот даже смотрю, вот сейчас прям вот совсем другие. И вот эти поездки. Когда мы приехали к вам на конкурс, я 2 секунды еще, я люблю много говорить о том, нас привезли в Свято-Троицкий монастырь на заливе, и потом на Владимирской горке тоже, в монастырь женский. Я знала, что они есть, но я там никогда не была. И вот благодаря опять тому, что вот отец Александр нас и туда, и сюда повел, и мы там побывали, и столько интересного узнали. Вот все равно говорят, неисповедимы пути Господни. Да, Господь Так что вам всех к себе ведет. всех себе берет. потихонечку, Вам да, здоровья ведет. крепкого Спасибо, Господи. и просвещения дальнейшего, не только детского, но и взрослого населения. Я думаю, этот проект еще продолжится. хорошая идея. Будет 50+ точно. Я приду. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.